Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Сегодня Якутия отмечает столетие ЯССР. В честь знаменательной даты в сокровищнице республики в Якутске откроется выставка «Национальные сокровища России. Москва-Якутск-2022». Это первая выставка ценностей Гохрана России в Якутии. И гость нашей студии Андрей Юрин, руководитель Гохрана России. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о концепции выставки. Выставка уникальная. Я думаю, что она уникальная не только для жителей Якутии, она, наверное, уникальная в чем-то и для всей страны, потому что Гохран России – это ценности Российской Федерации, и та выставка, которая работает каждый день, это выставка Алмазного фонда в Кремле. В Московском Кремле. Но, естественно, Алмазный фонд не может вместить в себя все эти сокровища государства, которые находятся в коллекции Государственного фонда драгкамней и драгметаллов. И когда глава республики Айсен Сергеевич Николаев обратился с предложением о том, что все-таки показать какую-то часть коллекции вот в юбилейные дни в республике, мы с удовольствием на это откликнулись. Очень большая работа, большая коллекция, много ценностей, но много интересного. Известно, что выставка коронных ценностей не выездная. Но до Якутии вы побывали на Сахалине. Почему какие-то экспонаты можно увидеть только в государственной сокровищнице? Действительно, коллекция делится на ту часть, которая не может покидать стен Московского Кремля, и та часть, которая все-таки может покидать стены Московского Кремля или Государственного хранилища ценностей. Но опять-таки это особая процедура, и было принято специальное распоряжение правительства Российской Федерации, которым было разрешено организовать вот ту выставку в вашей сокровищнице, и где будут показаны часть разнообразных экспонатов. На выставке представлены алмазы, названные в честь выдающихся деятелей государственности Якутии: Платона Аюнского, Максима Амосова, Исидора Барахова, Степана Ржакова. В чем необычность этих камней? Вы знаете, имена выдающихся людей присваиваются камням, алмазам, так же, как и звездам присваиваются имена выдающихся личностей. Не всем, конечно же, камням, а только тем, которые имеют особые характеристики. Они отнесены в разряд уникальных камней. А какие относятся в разряд уникальных? Это те, которые действительно неповторимы по своей форме, которые достаточно крупные по массе, имеют особые характеристики. Они находятся в коллекции Алмазного фонда Российской Федерации. И я думаю, что вы увидите их необычность, когда сможете побывать на выставке. История бриллиантовой комнаты началась с указа Петра I, и до сих пор Алмазный фонд пополняется уникальными драгоценностями. Как это происходит сегодня? И ведь это не только камни, но и предметы ювелирного искусства. Да, действительно, любая коллекция – это всегда живой организм. Очень интересно, когда происходит его пополнение, и у Гохрана России есть такое право выкупать наиболее ценные камни, наиболее интересные камни в состав коллекции. Но кроме этого мы частично еще пользуемся тем, что многие меценаты преподносят подарки, связанные с приобретением каких-то исторических вещей культурного наследия. Это тоже очень важный канал пополнения. Ну и, конечно, золотые самородки тоже являются достоянием нашей коллекции. На протяжении 3 веков в Гохране хранятся императорские регалии, украшения, принадлежащие российским самодержцам. Какие реликвии государства российского смогут увидеть якутяне? Якутяне смогут увидеть вот те самые копии регалий, которые не могут покидать стен Московского Кремля, но которые представляют из себя полные копии этих регалий. Это скипетр, держава. Безусловно, это символы власти, государственной власти, которые сопровождали императорскую власть на всем протяжении Российской империи. Ну и, кроме того, будет представлено еще достаточное количество самых разнообразных ценностей, которые вызовут, конечно, большой интерес. Ну, даже если это копии, они же все-таки украшены настоящими бриллиантами. Копии сделаны точно так же из драгоценных металлов, из драгоценных камней.
и они в полном смысле являются тоже драгоценностями. Но какие еще ценности будут представлены на выставке? Будут работы ювелиров советского периода. Это уникальные вещи, сделанные в стенах Гохрана России, мастерами Гохрана России. Уникальные вещи, уникальные украшения, созданные в единственном экземпляре. Они представлены на выставке «Алмазный фонд», и вот они, так сказать, покинули эту выставку на несколько дней для того, чтобы порадовать жителей Якутии своей красотой. Будут, естественно, самородки золотые, будут уникальные камни, будут различные памятные изделия, которые были выпущены в свое время в честь различных памятных дат Якутии, памятные монеты. Ну и, конечно же, историческая наша коллекция, различные исторические вещи 19-го, начала 20 века. Ну а как проходит отбор произведений современных ювелиров? Это очень узкий круг мастеров. Могут ли попасть к специалистам Гохрана работы талантливых молодых авторов? Вот вы знаете, мы очень рады, что наша выставка проходит в сокровищнице Якутии. Это действительно сокровищница, это очень хорошо. Далеко не в каждом субъекте Российской Федерации есть вот такая коллекция изделий драгоценных камней и драгоценных металлов. Один из залов этой сокровищницы отдан сегодня под выставку Гохрана России. Для того, чтобы коллекция Гохрана России пополнялась, Гохран проводит периодически, раз в 2-3 года, конкурсы среди ювелиров, ныне действующих и ныне живущих. И я очень рад сегодня сообщить жителям Якутии, что вот на таком последнем конкурсе, который у нас, вы видите ли, вы выставлены в историческом музее, вот ваша жительница Якутии, ее зовут Варвара Соловьева, стала победителем конкурса. В первое место она заняла в номинации «Национальная тема в творчестве мастеров золотого и серебряного дела». Эти ее работы сегодня находятся в Москве, в Государственном историческом музее, на Красной площади по адресу Красная площадь, дом 1. Вот будет там находиться еще 2 месяца до 1 июня. И я очень рад, что вот коллекции пополняются и в результате этих конкурсов. А с другой стороны, мы поддерживаем и ныне работающих мастеров, даем им возможность вот такого всероссийского масштаба в выставках поучаствовать. Как вы оцениваете ювелирные украшения, изготовленные якутскими мастерами? Вы знаете, это превосходные работы. Очень хорошо, что в свое время такая, ну, наверное, идея возникла у тех руководителей, которые в те времена работали, что надо дать возможность не только добывать, но еще и изготавливать ювелирные изделия. Очень хорошо, что вы их сохраняете у себя в коллекции. Это мирового класса уровня, изделия прекрасные. Все-таки выставка такого рода у нас проходит впервые. Вы сказали о большой подготовительной работе. Может быть, какие-то подробности раскроете? Конечно, это подготовка к ней фактически началась за 1,5 года. Дело в том, что ценности государственного значения, они сопряжены с определенным порядком их использования. Поэтому, конечно, с одной стороны, нам надо было подобрать то, что связано как-то с тематикой Якутии, то есть это те ценности, которые здесь, в недрах Якутии, родились. С другой стороны, требовалось принятие специальных распоряжений и правительства Российской Федерации, и Министерства финансов Российской Федерации, в ведении которого находится Государственный фонд драгкамней и драгметаллов. Ну и, конечно, там определенный порядок транспортировки, режима охраны. Может быть, есть какие-то интересные истории, легенды, связанные с какой-нибудь ценностью, может быть, даже с которую смогут увидеть якутяне? Расскажите об этом. Ну, наверное, каждая вещь, каждый сюжет исторический, который отражен на этой выставке, о нем можно рассказывать долго, но есть, скажем, такая скромная вещь. Из серебра она сделана, конца 19-го, начала 20 века. Вот там изображены фигуры 3 российских богатырей.
все известные, вот, я думаю, каждому жителю Российской Федерации. И вот этот символ мощи России, символ единения России, символ того, что Россию надо охранять, оборонять и защищать, вот во все времена был весьма актуален, и я думаю, что посетители выставки вот с интересами былинных героев ознакомятся, с их образами, отраженными на выставке. В Якутии, как известно, добывают уникальные камни. Вот расскажите, как происходит процедура передачи уникальных камней вот к вам в хранилище? Я уже упомянул, что у Гохрана России есть специальное право, определенное в законодательстве, когда мы имеем право до реализации камней на свободном рынке особого качества камни отобрать в состав государственного фонда. Они, естественно, не безвозмездно передаются, они приобретаются. Есть специальные критерии, по которым определяются эти камни. Государственные контролеры Гохрана России присутствуют на заключительном этапе добычи, это сортировка и оценка. И в случае определения такого вида камней производится их оценка, стоимостная оценка, приобретение в состав Госфонда, и если они совсем уже уникальные, тогда они помещаются в Московский Кремль, в коллекцию Алмазного фонда России. Скажите, до какого числа якутяне смогут увидеть Она драгоценности будет получше? работать в течение месяца. Я думаю, что как раз это тот период, который удобен для посещения. Будут и праздничные дни, и выходные дни, и время вполне достаточно для того, чтобы можно было посетить. Ну и в завершение нашей беседы, что бы вы пожелали якутянам в этот знаменательный день, в юбилей Якутии? Замечательная республика, замечательные люди, труженики, огромными богатствами обладают недра Якутии. Они требуют, с одной стороны, бережного отношения, с другой стороны, большого труда. Поэтому всем успехов в ваших делах, самоотверженности, которой вы всегда отличались. Андрей Владимирович, спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем вам дальнейших успехов в работе, ну и ждем еще раз в гости, когда будете в Якутии. Хорошо, спасибо, успехов вам. Спасибо. Ну я напомню, вы смотрели актуальное интервью, оставайтесь на нашем канале.